Меркель должна уйти. Меркель в Сибирь, Путин в Берлин. Путин, помоги нам, скандирует толпа. Над головами российские флаги. Движение Пегида, европейцы-патриоты против исламизации Запада, с момента своего появления около года назад было не только антиисламским, но и пророссийским. Я нахожу в настоящий момент политику России более взвешенной. Правительство Германии находится на пути разрушения всего того, что удалось построить за последние 20 лет, на пути причинения вреда собственной стране и Европе в целом. Последний крупный митинг в Дрездене, городе, в котором зародилось движение Пегида, собрал около 5000 человек. Роль Дрездена в истории немецких протестов и российско-немецких отношений особая. Здесь было открыто первое представительство фонда «Русский мир». Дрезден – побратим Петербурга. И не только это связывает его с самым известным в новейшей истории России выходцем из этого города. Вот здесь, в тихом дорогом районе, в этом самом здании, располагалась КГБ СССР, где 5 лет работал будущий президент России. С этой лестницы в декабре 1989 года, судя по словам очевидцев, Владимир Путин угрожал применить боевой пистолет, если повстанцы попробуют прорваться в здание. А это уже Берлин. Другие лица, те же лозунги. Среди членов движения Пегида много жителей берлинского района Марцан, в котором проживает около 40 000 русских эмигрантов. Для них проблема беженцев тоже стоит остро. По соседству со школой, где учатся дети многих россиян, открыли общежитие для беженцев. А они, как известно, ребята подозрительные. Могут и ребенка украсть. Такой очень интернациональный состав. Венера Герасимов-Вагизова страхи русских немцев разделяет. Сама недавно видела в подъезде подозрительного мужчину неевропейской внешности. Она регулярно смотрит российские федеральные каналы, но лишь потому, что, по мнению Венеры, немецкие СМИ о многих проблемах просто молчат. Доказательством тому послужила история с якобы изнасилованной мигрантами девочкой Лизой. Промах действительно немецких средств массовой информации был здесь в том, что они, так же как и с кёльнскими событиями, первые дни промолчали об этом. И поэтому первые сигналы об этой информации поступили из российских средств массовой информации. Редактор газеты «Русский Берлин» Борис Фельдман подтверждает, немецкие СМИ, как и немецкие власти, информацию о мигрантах выдают минимальными дозами. Если о них пишут, то пишут или что-то связанное с экономикой, вот они там стоят столько-то денег, да, или что-то связанное с войной, или что-то отрывочное, истерическое. А нет такого, понимаете, чтобы людям объяснили, что да, это беженцы, конечно, но да, они мусульмане. Но у нас в стране 4 миллиона мусульман. И все мы, слава богу, никогда же ничего не было, да, Объяснили бы, что они приехали же не для того, чтобы, массе своей устроить здесь еще одну Сирию, а как раз именно по противоположной причине. Особенно уязвимыми себя чувствуют русские немцы, сами в прошлом беженцы. Это классическая такая семейная ревность, когда мы всегда должны были быть, все 20 лет мы были главной мигрантской группой. Если говорили о мигрантах, то тут же все русские начинали шебуршить, что против нас-то, да, неважно. И вдруг оказывается, что родился младший братик, и все вокруг него он отвратительный, опасный, ужасный, неважно, да, но внимание ушло. По данным Федерального управления статистики Германии, у 20% населения страны есть иммигрантское прошлое. Самая многочисленная группа тех, кто подходит под определение мигрантов, состоит из русскоязычных выходцев из стран бывшего Советского Союза – Украины, России, Казахстана. Значительная часть этих людей, рассказывает историк и специалист по иммиграции в Германию Дмитрий Белкин, являются немцами, вернувшимися на историческую родину. И вот эти люди, приехав сюда с сознанием того, что сейчас мы будем наконец-то частью немецкого народа, альтернатива für Deutschland, так сказать, новым немецким народом, вдруг выяснилось, что они не являются никакой альтернативой, и даже никто им не готов сказать, когда они стучатся в дверь и говорят: ребята, мы ведь и есть народ. Они говорят: да никакой не народ, вы русские. И вот тогда возникает раскол в сознании этих людей, и в эту пустоту, в этот вакуум, так сказать, который очень массивный, очень профессионально интервенцию, так сказать, совершила и совершает российская пропаганда. Русскоязычные люди, которым не удается интегрироваться в Германии, часто примыкают к радикальным правым группировкам. Российские власти, по словам Сергея Лагодинского, поддерживают многие такие группы. Однокурсник Алексея Навального по Ельскому университету, выпускник Геттингенского и Гарвардского университетов, Сергей больше 20 лет живет в Германии и занимается политикой. То, что российские власть придержащие и средства массовой информации, и организации вокруг них
делают все возможное для того, чтобы поддержать деструктивные антиевропейские силы, силы, не поддерживающие идеи Европейского Союза в том виде, в каком он есть. Это, в принципе, не вызывает ни у кого никакого сомнения. У нас есть исследования, например, по связям венгерских фашистов Йобик с Москвой. Мы прекрасно все видим, что происходит по поводу поддержки Ле Пен. И то же самое очень многие ожидают по отношению к так называемой альтернативе для Германии, АФД, то есть популистским силам, и там тоже есть контакты, во всяком случае, с российским посольством, с российским руководством. Но не стоит преувеличивать масштабы трагедии. Влияние российских СМИ на умы русских немцев далеко не так велико, как может показаться. Сюжеты об ужасах и беспределе мигрантов в Европе по российскому телевидению видит ничего не решающее число русскоговорящих жителей Германии. Еще меньший процент доверяет увиденному, уверяет социолог и бывший директор Всероссийского центра изучения общественного мнения по коммуникациям, 8 лет живущий в Германии Игорь Эйдман. Естественно, что люди, которые привыкли всю жизнь смотреть российские телеканалы и получать оттуда, прежде всего, информацию, доверять или не доверять, но все равно смотреть эти новости, да, они, конечно, здесь будут смотреть новости и так далее. Есть младшее поколение, то есть люди, которые приехали сюда детьми или родились здесь, они в 90% вообще им все это абсолютно по барабану, вся эта проблематика. Они в огромном проценте уже ассимилировались, они мыслят как немцы, разговаривают на немецком, и проблемы их исторической родины их мало волнует, они, конечно же, вряд ли будут черпать знания из программы Киселева. Тем не менее, недовольство политикой открытых дверей в Германии действительно растет. И совпадение в этом мнении немцев и русскоязычных жителей страны говорит скорее о том, что иммигранты рано или поздно все же интегрируются. А значит, те, кто приезжает в страну сейчас, в будущем, скорее всего, тоже будут чувствовать себя немцами и возмущаться новыми волнами иммиграции. Дарья Соловьева, Юрий Векслер, Эльдар Эльзаде. Настоящее время.